Месяц осведомленности о редком заболевании спинально-мышечная атрофия проходит весь август в России. Впервые он состоялся в 2016 году в нашей стране. Что важно знать родителям? Как помочь детям? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами руководитель общественной организации «Хантер-синдром» Элеонора Романова. Элеонора Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Давайте начнем с азов. Все-таки для многих это такая тайна, да? Что такое спинально-мышечная атрофия, какие виды существуют, что важно знать об этом заболевании? Спинально-мышечная атрофия – это генетическое заболевание. Оно характеризуется нервно-мышечным ослаблением, слабостью. И существует 4 вида. У нас в республике выявлено 3 вида, пока вот мы знаем. Обращались первый тип, это самый тяжелый тип. Дети очень быстро становятся слабыми, перестают двигаться. Второй тип – дети развиваются более-менее нормально, но к определенному возрасту у них навык ходьбы тоже утрачивается. И третий тип – это люди, доживающие, в принципе, до уже хорошего, серьезного возраста, но, тем не менее, состояние здоровья их тоже желает быть лучшим. И такие пациенты есть у нас в республике. Есть вот 18-летний молодой человек, он учится, и, конечно, мы будем и таким людям тоже помогать, потому что постепенно их здоровье все равно приходит уже к упадку. Месяц осведомленности. На что направлена информационная кампания? В основном это информированность граждан нашей страны о том, какое это заболевание, чтобы люди при подозрении, малейшем подозрении могли обратиться к врачу и проконсультировать по своим вопросам. И сейчас разрабатывается тестирование. При рождении ребенка будет делаться тест на выявление вот этого заболевания. И как раз разработано лечение, причем лечение это очень прогрессивное, не только поддерживающая терапия, но и до полного выздоровления. При установлении такого диагноза вводится один лекарственный препарат один раз в жизни, и сломанный ген восстанавливается. Как раз про эти лекарства в последние годы мы часто видим такие истории, да? Вот насколько остро стоит проблема в Башкортостане? В Башкортостане этот вопрос у нас решился довольно хорошо. На протяжении вот этого последнего года мы смогли помочь 5 детям из республики получить такой единственный укол жизни. И очень даже, это большое достижение, то, что ни в одном субъекте Российской Федерации такое количество детей не получили. Только у нас в республике. И несколько детей начало очень рано, сразу же после обращения получать и другой лекарственный препарат, поддерживающий терапию Спинраза. Также в последующем эти дети вошли в круг добра на обеспечение этого лекарственного препарата. И нашей организации удалось тоже договориться с Минздравом, чтобы 7 детей вошло в программу раннего доступа по лекарственному препарату Рездиплам. Если я не ошибаюсь с количеством. Вот. И это очень хороший знак, то, что сразу же после того, как препарат был зарегистрирован в Российской Федерации, эти дети перешли автоматически в круг добра и тоже стали обеспечиваться этим лекарственным препаратом без перебоев. Это очень хорошие результаты. А насколько тяжело было добиться такого результата? Хочу сказать, что по России, вот в регионах быстро стали почему-то реагировать на вот эти запросы родителей, но в Башкортостане длительно никак не смогли, чтобы быстро это сделать. Но после обращения в правительство республики, в администрацию на имя Баширова у меня было написано обращение, подписались наши пациенты, и этот вопрос решился очень скоро. И как-то очень плавно получилось, что это перешло вот на постоянное лечение. Вообще так должно быть. Программа раннего доступа должна плавно переходить на полноценное обеспечение лекарственными препаратами. Элеонора Анатольевна, вот по данным Минздрава России в стране почти 16 тысяч пациентов с редкими генетическими заболеваниями, и половина из них это дети. А вот доля СМА? Где-то 1000 пациентов по России. Чуть больше, чуть меньше.
Это общее количество. Я беру эту информацию в фонд, который занимается спинально-мышечной атрофией. Угу. Ну и мы понимаем, что это все-таки международное движение, да, месяц осведомленности о заболевании СМА. Вот да. Как весь мир, вот на что направлены сейчас усилия? В основном, я думаю, будут усилия направлены на раннюю диагностику, так как это самый основной фактор, который будет поддерживать этих пациентов на раннем распознавании этого диагноза, и будет эффективно работать терапия. Расскажите, пожалуйста, есть ли сегодня дети в республике, взрослые, которым нужен этот препарат, и как идет взаимодействие с Минздравом и вообще с органами власти? Вот вы как общественники. Ну, по моим наблюдениям, я считаю, что взаимодействие идет довольно успешно, вот именно по этому диагнозу. Но почему это происходит? Мы ведь очень длительно занимаемся этими вопросами. Если активно ведется работа общественных организаций и в центре, имеется в виду в Москве, то все это очень сильно отражается и на регионах. Если менее активны общественные организации, московские, центральные, то и, конечно, и в регионах это будет не так уж продвинуто. Вот на примере, например, первичного иммунодефицита мы можем сделать сравнение. Сейчас есть такая проблема, как дефицит плазмы крови. Это выявленная проблема, уже озвучена ведущими специалистами России о том, что и в мире в связи с ковидом, и в России тоже такая же история с дефицитом плазмы крови. А лекарственные препараты, которые вырабатываются для этих пациентов, как раз они на основе плазмы крови. И поэтому сейчас, вот в данный момент, уже идут перебои у этих пациентов и у детей, и у взрослых. Вот многие обращаются о том, что, допустим, в июле уже не получали. Раз в месяц они должны проводить терапию. Это тоже заместительная терапия, восстанавливающая. И, конечно, этот вопрос вот сейчас осенью мы будем широко поднимать и на российском уровне, так как мы в регионе этот вопрос поднимаем, но, скажем, СМИ не очень активно реагируют пока на эту проблему. И сами пациенты тоже не обращаются в СМИ, ведь нужны люди, истории, чтобы можно было об этом говорить. Но кого-то мы заставить не можем прийти на телевидение или обратиться в газету, так как они самостоятельно могут это все сделать. И обратившись к нам тоже. Но особых откликов нет, хотя проблема есть. А какие решения могут быть? Здесь будет решение по увеличению стоимости на иммуноглобулины, так как в мире уже эта проблема известна, и там все это прошло. Но Россия пока, как всегда, поздно реагирует на вот такие события. Вы, как руководитель общественной организации, какие еще проекты планируете для продвижения осведомленности? Да? Вот что у вас в планах? В планах у нас создание центра кардиогенетики. Здесь у нас в Республике Башкортостан. С этим вопросом мы обратились к уполномоченному по правам человека. 28 июля я была у Михаила Ивановича Закамалдина и передала обращение о том, чтобы этот вопрос поднимался в правительстве, и, конечно, дал ответ наш Минздрав. Какие вопросы решит появление такого медцентра? Вопросы очень серьезные. То, что сейчас у нас онкология и сердечно-сосудистые заболевания вошли в национальный проект. И, конечно, вопросы кардиогенетики, то, что очень близко связано, выявление вот таких заболеваний у нашего населения и как можно скорая помощь, чтобы была оказана, этот центр сможет решить. Спасибо вам большое, Леонора Анатольевна, за ваш неустанный такой труд. Спасибо вам огромное. Спасибо. Знают о нас. Это была программа «Интервью». И сегодня гостем была руководитель общественной организации «Хантер Синдром» Леонора Романова. И мы говорили о том, что в августе во всем мире продолжается месяц осведомленности о редком заболевании спинально-мышечной атрофии. Все самое интересное в нашем эфире. Не переключайтесь.